Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Заявление грузинского премьер-министра Ираклия Кобахидзе стало чуть ли не главной новостью прошедших дней. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал президента Грузии Саломе Зурабишвили предателем с трибуны, выступая в День независимости Грузии 26 мая. Несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, мы хранили мир в стране за последние 2 года, заявил Кобахидзе. По его словам, Грузия за годы независимости прошла множество испытаний, и только сейчас страной управляет правительство, которое защищает ее интересы. Годы правления единого национального движения он назвал периодом утраты независимости, авторитаризма и агентурного правления. Причиной оккупации территории Грузии признание России независимости Абхазии и Южной Осетии. По словам Кобахидзе, стали неопытность общества и предательство политиков. Он также озвучил планы правящей грузинской мечты, и именно эта часть заявления представляет для нас особый интерес. В частности, по мнению Кобахидзе, Грузия идет своего рода путем Моисея и обязательно придет, цитата, к земле обетованной. К 2030 году станет единой и вместе с абхазскими и осетинскими братьями полноправным членом европейской семьи. Конец цитаты. Стоит ли говорить о том, что подобные мечты о так называемой земле обетованной вызвали большой отклик как в Абхазии, так и за ее пределами? МИД Абхазии выступил с заявлением, в котором сказано, что подобные популистские заявления звучат в преддверии очередных парламентских выборов и направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию. Любые попытки грузинского руководства вернуть Республику Абхазия в состав Грузии являются абсолютно бесперспективными, отмечено в заявлении МИД. Считаем необходимым в очередной раз заявить, что Республика Абхазия является независимым государством и продолжает идти по пути укрепления собственного суверенитета. Народ Республики Абхазия сделал свой окончательный выбор, и этот выбор не подлежит какой-либо ревизии, отмечено в заявлении. Первый зампред Комитета Государственной Российской Думы по делам СНГ Константин Затулин прокомментировал заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о получении Грузии членства в ЕС к 2030 году совместно с Абхазией и Южной Осетией. Цитата: «Я не знаю, чем, кроме желания продемонстрировать свой патриотизм, вдохновлялся премьер-министр Грузии. Каким образом до 2030 года он вернет Абхазию и Южную Осетию, которые развиваются как самостоятельное государство, находятся под защитой России и признаны в этом качестве, я не очень понимаю», цитирует Затулина газета РУ. Затулин считает, что таким путем премьер-министр Грузии хотел лишний раз заявить о себе как о политике, который ни в чем не уступит позиции в претензиях на вступление в Европейский Союз или возвращение Абхазии и Южной Осетии. Большую роль здесь также играет закон об иноагентах, вызвавший протесты в Грузии, сказал депутат. Это вызвано, скорее всего, той внутриполитической борьбой, которая обострилась в Грузии в связи с принятием закона об иноагентах и желанием властей Грузии, при всем том, что они этот закон поддержали вопреки мнению Запада, все-таки доказать, что мы на самом деле не находимся под российским влиянием, считает политик. И желанием властей Грузии, при всем том, что они этот закон поддержали вопреки мнению Запада, все-таки доказать, что мы на самом деле не находимся под российским влиянием, считает эксперт. Мы ставим перед собой цели, которые конфликтны с Россией, и вы можете быть спокойны в отношении нашей ориентации на определенные приоритеты в нашей политике, которые идут вразрез с интересами России. Он оправдывается перед внутренней оппозицией и перед Западом, заявил Затулин. По словам секретаря Абхазского совбеза Сергея Шамба, у Абхазии есть свои задачи: строительство независимого государства, развитие и укрепление своей государственности. Они 30 лет хотят нас вернуть, еще 300 будут хотеть. Понятное дело, кого это удивляет? Это их
них внешнеполитическая задача такая, и это для нас никакая не новость, сказал он. При этом он добавил, обсуждать вопросы конфедерации или каких-то других взаимоотношений с этим государством мы не собираемся. Сергей Шамба отметил, что абхазский политик, его брат Тарас Шамба, накануне грузино-абхазской войны предложил проект договора, который предусматривал конфедеративную модель взаимоотношений. И в день, когда должны были обсуждать в абхазском парламенте этот проект, началась война. С тех пор многое изменилось, и теперь об этом нет и речи, подчеркнул Шамба. Григорий Карасин, глава Комитета Совета Федерации России по международным делам, также прокомментировал слова премьера Грузии. Российский политик назвал слова Ираклия Кабахидзе рассуждением от лукавого. Карасин отметил, что для грузинского премьера главное сейчас добиться принятия закона об иноагентах, пишет издание «Сова». Рассуждения насчет того, как Грузия будет жить в 2030 году, никто не может запретить. Они хотят жить в одном государстве с Абхазией и Южной Осетией или, может быть, с какими-то другими государствами. Это рассуждение. Сейчас главное для премьер-министра Грузии это добиться того, чтобы в законе люди, которые держатся иностранными государствами, занимаются политикой и информационной деятельностью, были обозначены, считает сенатор. Из этого мы должны исходить. Остальное – это рассуждение от лукавого, добавил Карасин. В данной довольно непростой ситуации я бы выделил то, что он находится в единоборстве с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, которая явно по понятным причинам занимает позицию западного меньшинства, и если говорить более конкретно, Евросоюза и других стран Запада для того, чтобы одолеть нынешнее правительство Грузии, заявил глава Международного комитета Зафеда. К другим темам. Абхазия возглавила топ-10 курортных направлений для российских туристов в этом году, сообщает медиаресурс Сочи-1, опередив Турцию, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Грецию, Египет и несколько других стран. Отметим, что Турция лидировала в рейтинге популярных направлений для российских туристов в 2022 и 2023 годах, но нынешний год особенное число бронирований в отелях Абхазии на июнь превышает прошлогодние показатели в 3 раза. При этом доля направления в общем объеме бронирования в отелях за рубежом увеличилась почти в 2 раза, с 7 до 13%, сообщает тот же ресурс. В связи с приближением курортного сезона побеседовать о том, каким ожидается этот летний сезон, каков имидж абхазских курортов и что делается для его поддержания, мы пригласили в студию начальника отдела анализа, прогнозирования и развития курортно-туристской индустрии Министерства туризма Абхазии Инару Бения. По некоторой информации, которую распространили различные СМИ, Абхазия возглавила топ-10 туристических направлений для российского туриста. Как вы это прокомментируете? Что это значит, на ваш взгляд? Добрый день, Арифа. Спасибо большое за ваше приглашение на программу. Очень приятно принять участие и рассказать нашим людям, а также тем, кто нас смотрит не в Абхазии и интересуется о том, как у нас будет распределен турпоток на 2024 год, о том, какая реально существует картина. Действительно, спрос на отдых в Абхазию в этом году он возрос. В среднем именно туроператоры отмечают, что спрос на групповые туры, на туры организационные, которые приезжают по путевкам, возрос в среднем по Абхазии на 22%. И глубинное бронирование, которое раньше отсутствовало ввиду того, что общемировой был кризис в этом плане, и его просто не было, сейчас уже глубинное бронирование есть, и уже в конце октября у нас есть определенный номерной фонд, который забронирован. В конце октября? Да, глубина бронирования составляет конец октября месяца 2024 года. То есть люди заблаговременно планируют? Да, вот они стали заблаговременно планировать и покупать номера. Угу. Поэтому мы можем как-то прогнозировать спрос. Ввиду всех этих факторов, я думаю, продажи у туроператоров России возросли. По нашим опросам, которые мы проводили у таких туроператоров, как Интурист, Алиан, Библиоглобус, 7Тур, Аквабазар, Рица Тур, наши туроператоры, которые также работают в Абхазии, у всех продажи возросли, в среднем у кого-то на 10%, у кого-то на 15%, у кого-то на 22%. В некоторых отелях, которые пользуются большим спросом сейчас, они в топе спроса, это новые отели, построенные, комфортабельные, с большим набором услуг, спрос даже больше. Поэтому я не могу точно сказать, насколько в Турции бронирование активно, но ввиду того, что Абхазия является соседним государством с Россией, у нас нет транспортных расходов особых больших, можно приехать в Абхазию на автомобиле,
можно приехать на ЖД-транспорте, на авиаперевозках, которые довольно-таки доступны для граждан Российской Федерации. Ввиду этого эти факторы сыграли в пользу выбора отдыха на курортах Абхазии. А как вам кажется, конечно, сложно предсказать, какой будет турпоток. Это, ну, например, сравнивать даже прошлые годы или какой ожидается в этом году. Вот, по крайней мере, основываясь на той информации, которой вы сейчас владеете. Ну, в среднем, если проанализировать прошедшие годы, это, скажем, 2021 год, 2022, 2023, турпоток растет. Это обусловлено различными факторами ввиду того, что Абхазия тоже улучшает качество своего продукта, отстраивается большое количество новых отелей комфортабельных, которые могут даже заслужить какую-то звездность. Пока в Абхазии нет у нас звездности, но в будущем, когда это будет, я думаю, многие отели смогут конкурировать с отелями Краснодарского края, в частности Сочи, Адлер, там, не знаю, Геленджик и так далее. Поэтому ввиду того, что мы можем предложить определенный уровень для приезжих гостей, соответственно, спрос будет расти. Если Абхазия будет улучшать свой турпродукт, то спрос будет расти. В это число также входит, конечно же, актуальное ценообразование. То есть те отели, которые ведут грамотную ценовую политику в 2024 году, они находятся в топе спроса. Многие уже поставили частично на летние месяцы стоп продаж, это август-июль, и у них все хорошо, у них нет просадки по номерам, и они довольны предстоящей такой актуальной информацией по анализу, прогнозированию их заселения в отелях. Что сказать о прогнозируемом примерно, если сравнивать именно ситуацию по групповым поездкам, по организационным, то в среднем рост ожидается на 20%. Еще в январе месяце, в феврале, когда мы проводили опросы у крупных операторов России, это большая семерка туроператоров, они все сообщили о том, что бронирование активнее, чем в прошлом году. Бронируются как майские праздники, осенние праздники, так и пик сезона в августе, в июле и даже в июне. Планируется заселение людей там, где в прошлом году были пробелы, так скажем. Скажите, пожалуйста, еще нас очень интересует вопрос имиджа курорта Абхазии. Вот что предпринимает Министерство по туризму для того, чтобы у курорта в Абхазии, вообще у Абхазии как курортного места, как курортной республики, был выше имидж, чем он был когда-либо? Может быть, это конкретно в чем-то заключается? Ну, Министерство туризма Республики Абхазия непосредственно одной из ее главных задач является проведение имиджевой политики, продвижение турпродукта Абхазии на международный рынок посредством участия в выставках, в различных мероприятиях, форумах, в ярмарках. Одной из самых грандиозных выставок, в которой мы участвуем каждый год, начиная с 2017 года, является выставка МИД. Это международная выставка, она охватывает все регионы России, в том числе западные курорты, зарубежные курорты. И на этой выставке представлена Абхазия как государство. То есть мы являемся там и представляем себя под нашим абхазским флагом, что очень для нас радостно, что мы патриотично настроены. На этой выставке не участвуют наши соседние государства, участвует только Абхазия. Вы имеете в виду Грузию? Да. И эта выставка дает возможность любому ательеру и туроператору, который у нас работает в Абхазии, наладить какие-то деловые контакты, познакомиться с турбизнесом России, заключить договора, повысить свой уровень работы, узнать какие-то новшества, веяния в туризме, какие-то новые, быть может, направления, развить экскурсионные туры. На этой выставке проводится большое количество мероприятий, которые повышают уровень работы самих участников форума. То есть можно пройти повышение квалификации, заключить договора. В рамках этой выставки Министерство туризма подписывало договор о сотрудничестве с городом Санкт-Петербург, с Республикой Крым, ну и так далее, там не буду всех перечислять, их не так мало. И также эта выставка работает на имидж Абхазии. Наш стенд, думаю, вы все видели его по телевидению, всегда пользуется активным спросом. И посредством взаимодействия простых граждан с нашими сотрудниками, с представителями турбизнеса Абхазии, к нам, быть может, и это играет роль увеличения потока. И еще один вопрос я хотела бы задать по поводу того, что нового готовы предложить курорты Абхазии туристам. Как вам кажется, есть ли какая-то работа в этом направлении? Да, конечно, работа ведется. С каждым годом, ну, конечно, у нас отельный бизнес, он отвечает уже за размещение, за все услуги, которые включены, да, внутри. Но и посредством, если брать общую картину, да, развития туризма, появляются новые экскурсионные маршруты. Также появляются новые виды экскурсионных и туристических услуг.
в виде... Например? Ну, например, у нас появились новые экскурсионные маршруты в Восточную Абхазию. Раньше их, может, не было не так много, и они были не настолько интересны и актуальны, как сейчас. Особым спросом пользуются, в данное время разрабатывается, например, маршрут на Галское водохранилище. Да, то есть он будет развивать как внутренний туризм, так и въездной, потому что уже он является такой вот небольшой изюминкой того, чего еще не увидели наши туристы. Конечно, у нас всегда в топе спроса такие объекты турпоказа брендовые, как озеро Рица и Новый Афон. На этих объектах проводится круглогодичная работа, которая, быть может, не видна простому зрителю со стороны, но исходя из того, как мы работаем с ними тесно, мы знаем, что постоянно ведутся работы по обеспечению безопасности, по развитию этих объектов, по там, не знаю, открытию каких-то новых локаций, по контролю за работой всех объектов питания и там, турпоказа. То есть там проводятся различные выездные мероприятия на контроль качества услуг. Проверяются, например, те же самые экстремальные виды спорта, вернее, туризма, которые проводятся на Рицинском ущелье. Они также проводят контроль и выявляют наличие каких-то недостатков, чтобы их исправить. Чем мы можем удивить в 2024 году нашего потребителя, покупателя? Конечно же, в первую очередь нашим отношениям к гостям. Потому что для Абхазии не столь важна внешняя конъюнктура туристического рынка России, сколько наша внутренняя готовность встретить гостя и достойно его обслужить в Абхазии, чтобы он уехал с массой положительных впечатлений и привез благодаря своим положительным отзывам еще своих родных, близких, которые могут приехать не обязательно организованно, они же могут приехать частным путем. В данное время сегодня мы наблюдаем такую тенденцию, как самостоятельность туриста. То есть они не пользуются услугами туроператоров, которые говорят о том, что у нас рост. То есть мы можем учесть рост только турагентов и туроператоров, которые сообщают официальные данные. А весь частный турпоток, который идет к нам с России, а он немал, мы учесть не можем. Ну, с одной стороны, это может быть не очень хорошо, а с другой стороны, если люди самостоятельно едут в Абхазию, значит, они не боятся, что их где-то могут подвести, что у них будут услуги не отвечать заявленным, поэтому они посредством интернета, различных соцплощадок, они бронируют путешествия заранее и приезжают к нам на автомобиле собственном, ну, либо, там, скажем, даже пешком. Что говорит о том, что доверие к... Да, доверие растет, да, поэтому сейчас уже туроператоры, они у них есть своя ниша туристов, которые этим пользуются, покупая пакетные туры. А есть большая часть самостоятельных туристов, которые приезжают в Абхазию, они видят большое количество локаций самостоятельно, они, не знаю, посещают большое количество экскурсионных различных маршрутов, не знаю, приезжают в столицу, в столице смотрят там такие достопримечательные исторические места. Я думаю, вы сами прекрасно знаете, что столица Абхазии богата наследием. Действительно, это так. Инара, большое спасибо, что пришли и ответили сегодня на наш вопрос. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.